Здравствуйте! В эфире программа «Якутия Лайф. За и против». Сегодня понедельник, а это значит, что мы вновь обсуждаем самые злободневные темы. С вами Сергей Михедов и Ирина Ефимова, и сегодня мы обсуждаем транспортные проблемы в Якутии. Эти проблемы обусловлены самими особенностями нашего региона, которыми мы так привыкли гордиться. Самый большой субъект Российской Федерации, где расположен полюс холода, но на практике огромные, плохо связанные между собой территории со сложным разным ландшафтом, помноженные на суровый климат, на экстремальные условия, дают в сумме безумно дорогую и сложную логистику. Цены на авиабилеты, дороговизна пассажирских перевозок, отсутствие переправ, мостов в зимнее время. Тема, конечно, обширная и очень серьезная. Наверняка мы к ней не раз еще будем возвращаться. Однако сегодня мы акцентируем свое внимание на наземных, междугородних транспортных перевозках, пассажирских в том числе. Как выясняется, проблема есть и стоит ее рассмотреть отдельно. Мы ее сегодня обсудим с гостями в нашей студии. У нас есть представители ГИБДД, Минтранса, представители перевозчиков. К большому сожалению, ребята, которые действительно занимаются перевозкой пассажиров D-категории, сегодня никто не присутствует. Насколько я знаю, сейчас проблема в прохождении техосмотра таксистами именно категории D. Плюс проблема с переоборудованием автомобиля, когда вешаются какие-то дополнительные аксессуары, вроде багажников, там, установка газобаллонного оборудования. А есть усовершенствование или более доработка автомобилей, которая у нас, к сожалению, просто обязана быть в нашем регионе. Вот я могу сказать, что любой УАЗик, который выходит из завода, никто не даст гарантии, доедет он сюда или нет, пока его не усилят, не переоборудуют, не сделают из него уже подготовленный автомобиль, который может двигаться по нашему региону. Вот эта проблема, она, я думаю, что есть. Ну вот хочется узнать у представителей ГИБДД конкретно, что входит в переоборудование, как долго вообще оформляются документы, чтобы переоборудовать автомобиль. У нас тут госинспектор отдела технадзора есть. Да, вот давайте спросим. Ну, получается, переоборудование делается в два этапа. Первый этап – это предоставление в ГИБДД заключения, предварительной технической экспертизы. То, что на данное транспортное средство может быть установлен данный аксессуар. Ну, бамперы, багажники, изменение категорий. А второй этап – это предоставление протокола технической экспертизы также. Ну, сколько времени примерно занимает оформление вот этих всех документов, получается, всех осмотров, прохождения? С 1 декабря 2020 года ввели единый реестр на территории Российской Федерации, где все заключения и протоколы испытательной лаборатории должны быть, отслеживаются. Филиалы испытательных лабораторий, представители испытательных лабораторий заносят туда в реестр все заключения и протоколы по данной автомашине, что они сделали. Первый этап люди получают, но ввиду каких-то проблем они в этом году затянулись. Протоколы не могли получить люди. Только вот в октябре, получается, получили. Ну, если я правильно поняла вообще проблема в том, что техосмотр работает, очень мало аккредитованных пунктов, и они работают ограниченное количество времени. Это касается категории D. Категории D, да. И люди просто физически, да, не могут пройти техосмотр и начать работать. Правильно я понимаю? Ну, они вынуждены работать без техосмотра. Естественно, они получают штрафы. Естественно, им нужно работать, потому что это их заработок, во-первых. Во-вторых, это перевозка пассажиров, которые не останавливаются ни на день. Да, эта проблема, я думаю, что она действительно существует. Мы приглашали в студию представителей как раз техосмотра службы, но они отказались, сослались на занятость именно свою, что вот им нужно проводить этот техосмотр. Хочется понять, сколько времени занимает вообще прохождение, сбор всех документов, оформление транспортного средства. Кто нам сможет рассказать об этом подробнее? В соответствии с федеральным законодательством регион должен установить норматив обеспеченности пунктами техосмотра. Данный норматив утверждается приказом исполнительного органа уполномоченного. Данным органом является Министерство транспорта Республики Саха-Якутия. И норматив у нас последний утвержден в прошлом году, в декабре 2020 года. Согласно нормативу, на территории Республики Саха-Якутия должно быть 35 пунктов технического осмотра. На всю Якутию? На всю Якутию, да. На 3 миллиона квадратных километров, да, 35 пунктов техосмотра. Как исчисляется этот норматив? Да? Получается, берется количество пройденной техники за прошлый период, и там специальная методика есть расчеты, и выявляется минимальный норматив. То есть не должно быть меньше 35, больше может быть.
И сейчас на территории, если согласно сайту РСА, у нас на территории есть 42 пункта, но, к сожалению, 10 из них приостановлены, то есть действует из них 32. А категорию D могут смотреть 20 пунктов техосмотра на территории республики, из них 4, только 4 на территории города Якутска. Почему у нас возникают проблемы, да, с категорией D? Это транспортные средства с пассажировой вместимостью свыше 8 пассажирских мест. Это микроавтобусы, автобусы, да, среднего, большого, малого класса. Получается, чтобы пройти техосмотр, должен присутствовать сотрудник госавтоинспекции обязательно, да, потому что автобусы, они перевозят пассажиров и должны обеспечивать безопасность. И поэтому требования федерального законодательства к автобусам более ужесточенные, да. Примерный срок прохождения составляет, когда он приходит, заходит на пункт техосмотра, составляет 45 минут. Если я не ошибаюсь, да, 45 минут, и в течение 45 минут и проводит техосмотр. Порядок также утвержден приказом Министерства транспорта Российской Федерации. Как проходит техосмотр, какие требования предъявляются, что смотрит оператор техосмотра. 45 минут это минимум или максимум? Что? 45 минут это минимум или максимум? Это установленный норматив. То есть не более это норматив, 45. да. Но вы еще Не менее, не более. В пункте техосмотра, где присутствует сотрудник ГИБДД, там еще проходят и грузовые автомобили, насколько я понимаю. Да, дело в том, То что есть плюс техосмотр, еще он берет надо обслужить. аккредитацию на определенные категории, да. Это может быть М1, М2, М3, Ну, то есть Н1, Н2. это в общей да. очереди. То есть В Б общей стоят, С очереди, да. стоят и Д стоит Да. тоже вот туда же. Прежде чем проходить микроавтобус, он может заранее в пункте техосмотра подать заявку, что он такого-то числа приходит, потому что пункты техосмотра, они подают заявку в госавтоинспекцию и говорят, вот такого числа, с такого-то по такое-то время у меня будут автобусы, и мне нужен сотрудник госавтоинспекции. Обговаривают время, период, да, с такого-то по такой-то период, и приходит сотрудник госавтоинспекции, например, сотрудник может прийти с 9 часов до часа, да, потому что сейчас у нас, как вы знаете, вообще идет сокращение, да, и не так много сотрудников госавтоинспекции могут участвовать в Ну, вот проведении этот вопрос как-то техосмотра. будет решаться? Если сейчас большие очереди, людям нужно получить, пройти, а они не могут приступить к Вопрос своим... решается просто. Надо предварительно подавать заявку в пункт техосмотра, и предварительно тогда пункт техосмотра будет То согласовывать есть за дату, месяц время. Да. до Ну, нет, окончания, почему за месяц? ну я имею в виду, что вот Да, у вас да. заканчивается техосмотр, Потому за что месяц да, уже надо думать. диагностическую карту можно получить и за 2 месяца, за 3 месяца до окончания ее действия. Потом еще у нас же было постановление правительства Российской Федерации в феврале 2021 года, которым у нас продлены действия диагностической карты, срок которых истекает с 1 марта по 1 октября. То есть, если, например, 25 июня истекает срок диагностической карты, у него еще 6 месяцев, чтобы работать, и в этот период он может подойти. То есть у него нарушений не будет. Новое это сделать, да? Но это Да. только вот в этом году продлено, Да, получается. только в связи этом с- году. да. Например, если у него диагностическая карта истекла 5 октября текущего года, то уж срок уже истек. А до 1 октября у него продлевается на 6 месяцев. Сейчас у нас уже ноябрь, так что об этом можно забыть. Да, нет, но некоторые до декабря как бы действуют. Почему нет? Например, если у него диагностическая карта заканчивается ну да. 1 сентября, у него на 6 месяцев продлевается. То есть мы говорим об амнистии, которая была до 1 октября, но есть Да. помимо того есть клиенты, которые проходили, как положено, техосмотр. Я вам другой вопрос задам. Вы у нас единственное будете, наверное, отдуваться за это. У нас, беря статистику, о которой вы сейчас говорите, прошлогоднюю, да, мы не учитываем того, что у нас есть категория клиентов, которые проходили этот техосмотр неофициально. То есть покупали, грубо говоря, диагностическую карту. А учитывался в статистике именно официальное прохождение, видимо, техосмотра, я так понимаю. Опять же, вы говорите, у нас есть 4 или 5 пунктов техосмотра, аккредитованных под категорию D, но на сегодняшний день их работает 2 в городе Якутске. Мы не говорим о районах, в которых у нас есть также автолюбители, которые там воют, которые не могут пройти техосмотр.
Вот как в этой ситуации? Ну, как я уже сказала, действующих у нас 24 в городе. Они у нас идут как действующие. Почему они не работают и не принимают категорию D, это уже другой вопрос. Да? Мы, конечно, после передачи попробуем выйти на них, да, уточниться, И почему потом не 4 работает. это да. достаточно или нет все-таки для города такого? В принципе, Конечно, мало. если по срокам нет, проходите. В принципе, коллапса не должно быть. Если ты вовремя записываешься на техосмотр, можно записаться по времени, да, позвонить в пункт техосмотра и записаться по времени в такую-то дату, в такое-то Ну, то есть время. вот этот образовавшийся коллапс, он образовался путем того, что водители заранее не озаботились Да, этими заранее не вопросами. озаботились, во-первых, и, в принципе, например, тот же 6-месячное продление они тоже не учитывают. Некоторые перевозчики приходят и думают, что у них уже срок диагностической карты истек, а на самом деле он у них продлен на 6 месяцев, да, постановлением правительства Российской Федерации, и он может с этой диагностической картой до конца декабря ходить, но ему нужно заранее подойти, по времени записаться и подойти, пройти. А как-то вообще об этом оповещали, что можно Да, пройти? конечно, мы оповещали. Во-первых, мы проводим семинары с участием операторов техосмотра, проводим семинары для перевозчиков. Также мы обязательно рассылаем всю ту нормативную базу, которая нам сверху поступает, мы рассылаем в муниципальные образования, чтобы они работали уже непосредственно со своим населением. Вам нужно там в группы WhatsApp вступать, где таксисты, и там им писать, чтобы они были в Ну, курсе. категорию D, к сожалению, мы не контролируем. У нас категория В – таксисты. В категории В мы сидим в WhatsApp-группе, там в некоторых районах, да. А вот D, к сожалению, да. А D кто контролирует? Ну, категория D к нам относится, это как раз относится к Росстратнадзору. Ну, к сожалению, мы не сидим в группах WhatsApp, ну, такие. Но всегда мы профбеседы тоже проводим с перевозчиками непосредственно. Тоже с сотрудниками ГИБДД вместе работаем. И хочется, кстати, Категория, понять да. вообще, что входит в техосмотр. Вот прям по косточкам разберите, пожалуйста, саму процедуру. Эта проблема стоит остро по республике. Мы сейчас обсуждаем чисто город, это говорим, что 4 есть пунктов техосмотра, а по республике в целом взять, у нас тут вообще страшная история стоит. У нас, если взять федеральную трассу Колыма, в ту сторону у нас есть в Чурапчинском районе, единственный район. Взять Лену, там в Алдане, в Нерингере более-менее есть, они промышленные города. В Алекминске есть пункт техосмотра. Так, возьмем Вилюйскую зону районов, там Вилюйский есть. В Вилюйске есть категория М1, то бишь легковой транспорт. В Сунтарах есть пункт техосмотра, который обслуживает полностью категории. Да. В Мирном, в Ленске. Ну и недавно открыли в Мегино-Кангаласском районе. А остальные районы у нас практически без пунктов техосмотра, там вообще... А в чем основная проблема? Не хотят брать на себя ответственность для проведения техосмотра? Да, или со что-то своей еще? стороны управление ГИБДД информировали Минтранс, правительство, даже писали главе республики, что будет такая проблема, когда вступал вот этот федеральный закон 122. Но, к сожалению, мы писали главам муниципальных районов, чтобы они на базе крупных организаций открывали пункты техосмотров. Ну, хоть какая-то база была, открывали, докупали оборудование и тому подобное. Ну, там в основном все идет к деньгам, не хотят, смотрят перспективы, рентабельность. да, на районном уровне открытия. Буквально через несколько минут мы вернемся и продолжим обсуждать нашу тему. По проблеме у нас возникали вопросы давно, да, как говорили сотрудники ГИБДД, у нас поднимался этот вопрос, они нам писали письма, мы тоже работали над этим вопросом. Действительно, на севере и в Арктике у нас проблемы по открытию пунктов техосмотра. Это коммерческая деятельность, она открывается индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами. Но, к сожалению, из-за количества транспорта, зарегистрированного на территории данных районов, а также тарифов, которые установлены у нас по техосмотру, а тарифы у нас утверждаются по методике, которую разрабатывает ФАС, они должны были переработать данную методику, но, к сожалению, пока данной переработки мы не видели. И в связи с этим у нас получается доходность маленькая, и никто не желает на данную деятельность входить.
Мы предлагали открыть пункты техосмотра и крупным нашим промышленным энергетическим компаниям. Например, у Алроса свой пункт техосмотра, да, в Ленске, я знаю, у Сургутнефтегаза вроде свой пункт техосмотра, и у них проблем таких нет, да, то есть те транспортные средства, которые у них есть, они проходят техосмотр. У нас проблемы, конечно, это Арктика, Север, и видя эту проблему, мы поручили нашему подведомственному учреждению, казенное предприятие «Дороги Арктики», открыть пункт техосмотра и закупить передвижные линии технического осмотра. У них сейчас работает с октября месяца стационарный пункт техосмотра у нас в городе Якутске, то есть все категории смотрят. Также оборудованы 2 передвижных пункта на базе автотранспорта КАМАЗ. И у нас еще проблема почему стоит. Да? У нас автобусы, грузовые транспортные средства должны проходить техосмотр раз в полгода. В межсезонье, летом там дорог нет. Транспорт не может ходить, и поэтому у нас проблема такая возникала. И неоднократно мы писали в федеральные органы о необходимости изменения законодательства в части арктической зоны Российской Федерации и уменьшения срока прохождения, то есть раз в год для арктической зоны. То есть я думаю, что проблема не только для республики, но и для всей арктической зоны стоит, где нет дорог. Как вы думаете, что может решить эту проблему? То есть увеличение тарифов на техосмотр? Или какая-то, может быть, финансовая поддержка? Да, мы сейчас думаем о возможности, да, как еще можно эту проблему решить в Арктике и на севере, где в труднодоступных населенных пунктах. Но пока у нас работает КП «Дороги Арктики», в следующем году мы думаем расширить что-то, может быть, предусмотреть какие-то бюджетные ассигнования, может быть, да, может быть, увеличить количество передвижных линий. Возможно, где-то поставить стационарные пункты техосмотра, да. Эту проблему мы сейчас решаем. Максим, вы хотели добавить что-то? Да, я хотел спросить, вот я уже понял, что сейчас есть проблема с арктическими районами, и здесь у нас в республике, в Якутске работает только 2 техосмотра по факту, хотя числится 4, их мало. Что делать тем, кто не может пройти этот техосмотр сейчас по причине отсутствия вот этой организации, по причине того, что они привозят, например, с районов пассажиров и хотят здесь пройти, потому что здесь есть, но не успевают, большие очереди или еще что-то. Как сотрудники ГИБДД относятся к таким водителям? С пониманием, без? И какие штрафы вообще предусмотрены для этого? Вот хотелось бы очень... Как пройти техосмотр? Это необходимо, как я уже говорила, заранее позвонить в пункт техосмотра и записаться по времени. Районники, у которых нет? Нет, но они же по телефону могут позвонить. И если приехать они сюда. Приезжают, да, Сейчас если нету они переправы. Да, перевозят пассажиров сюда, они записываются к тому времени, когда они будут в городе Якутске, и проходят техосмотр. Но пока, конечно, не откроются, если они заречные, да, районы, то, получается, пока не откроется. То есть их будут там штрафовать, но это не их вина, потому что у них там нет. Штрафовать, я не знаю, это вопрос. Вот ли штрафовать? Скажите. За отсутствие полиса техосмотра, да, там штраф предусмотрен в отношении водителя 500 рублей, и оттуда вытекают административное правонарушение в отношении должностного лица 500 рублей и в отношении индивидуального предпринимателя, он является, если без образования юридического лица, индивидуально приравнен к юридическому лицу, там штраф идет 50 тысяч рублей. Ну и стоит отметить, что были факты, когда наши перевозчики перевозили пассажиров с поддельными диагностическими картами. Они просто покупают через интернет и так далее, а диагностическая карта у нас по разъяснениям Верховного суда идет как официальный документ, и то есть идет уже состав Уголовное преступление. Уголовного кодекса по 327-му. Там уже есть факты, проводятся проверки. Водитель не успевает пройти техосмотр, он может его пройти только в городе, он находится за рекой. А у нас Переправа не открыта, то есть он либо нарывается на штраф на нарушение переправы, 10 дней, например, в декабре. либо нарывается на штраф за отсутствие техосмотра. Нет, вот я как раз упоминала про постановление правительства, да, о продлении срока диагностических карт. Если мы говорим о транспортных средствах, они явно прошли техосмотр декабрь, январь, февраль, март, да, когда у нас автозимники открыты. Если они прошли январь, февраль, март, то у них, в принципе, заканчивается летом, осенью, да, срок диагностической карты полгода, да, и получается у них еще продлевается на полгода эта диагностическая карта автоматически. Им не надо приходить
пункт техосмотра. Оно автоматически продлевается. Потом, если говорить о других транспортных легковых, то у них диагностическая карта выдается на 1 год. Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются водители по междугородним перевозкам. Это переоборудование транспортного средства. То есть это же уже не относится к техосмотру, то есть здесь, например, нарастить бампер дополнительно, да, какой-то противотуманные фары поставить. Это уже идет переоборудование. Разъясните, пожалуйста, технически, что за переоборудование, как его оформить и какие бывают проблемы, если нет документа соответствующего, и человек это делает самовольно. На транспортное средство могут устанавливать только сертифицированные аксессуары. Допустим, бампер или багажник покупают, у них должны быть сертификаты. Или бывшие в эксплуатации. Или бывшие в эксплуатации. Но произведенные не кустарные, А с заводом изготовителя? заводом определенные организации, у которой сертифицирован на изготовление данных аксессуаров. Ну и получается, если транспортное средство соответствует требованиям технического регламента Российской Федерации, то гражданин может установить все, что не запрещается. Как вы относитесь к тому, что, допустим, владелец автотранспорта получил заключение предварительной технической экспертизы, приехал в ГИБДД, как положено, либо там дистанционно подал, получил разрешение на внесение изменений, и после этого у него происходит затык. То есть он не может решить проблему по объективным причинам. Те граждане, которые начали переоборудование, они могут ездить с заключением, установив там данные аксессуары, газобаллонное оборудование, багажники, бампера. Ну и по получению протокола должны получить у нас свидетельство соответствия конструкции транспортного средства. По окончанию. По окончанию. Это завершение второго этапа. СКТС. Свидетельство о конструкции транспортного средства называется. Данные СКТС им надо записать в документы, получить новую ссорку, где будет отмечено то, что на данное средство установлены данные аксессуары. Раис, вы занимаетесь как раз-таки переоборудованием. Да, это наша область. Вот, расскажите, пожалуйста, вообще о самом процессе, какие есть проблемы в этой области? Ну, проблем достаточно много у нас в этом году, начиная с 1 декабря, как озвучили, как ввели единый реестр. Единый реестр, в принципе, вещь полезная, но, к сожалению, мы не были к ней готовы, ввиду того, что регуляторы не подготовили, то есть ввиду это Министерство транспорта, МВД в лице ГИБДД, ну и других ведомств, регуляторов. Соответственно, мы натолкнулись на такую проблему, что, значит, данный реестр работал с перебоями, документы вносились, значит, не довносились, не отображались, тем самым человек не мог получить это. Потом по итоге было распоряжение, которое вступило 1 июля этого года, это новый ГОСТ, в котором, значит, было обязательное предоставление, независимо от категории транспортных средств, в испытательную лабораторию. И тут мы, ну, как бы натыкаемся на непосредственную проблему. У нас отсутствует вообще испытательная лаборатория в Республике Саха-Якутия и вообще на Дальнем Востоке в принципе. Вот. Они есть в центральных частях городах. Ну, я, конечно, слукавлю, на Дальнем Востоке они есть, в Хабаровске есть, в Владивостоке есть, но у них... как это правильно сказать, зарабатывают они деньги немножко по-другому. То есть их не интересует переоборудование. У них есть область аккредитации переоборудования, но зарабатывают они на том, что выдают СБКТС на единичное ввезенное автотранспорт. Получить лицензию или что? Да, для этого нужно аккредитоваться. То есть должно быть соответствующее помещение. Достаточно сложная процедура. Мы уже 4-й год пытаемся этот вопрос решить, но, к сожалению, постоянно натыкаемся на одну и ту же проблему. Изменение законодательства. Оно происходит постоянно. На сегодняшний день, допустим, проходит согласование в Минюсте новый ГОСТ, вот, в котором мы надеемся, что там будут какие-то облегченные позиции, но на сегодняшний день есть распоряжение регуляторов, которые они все подписали, значит, на одном из собраний, что разрешаем вам проведение, ну, то есть у нас есть ГОСТ, который ограничивает нас в предоставлении автомашин в испытательную лабораторию, которых нет в Якутске, но тем не менее есть решение, собрание, на котором регуляторы, значит, определили, что мы разрешаем вам, значит, проводить дистанционную работу, как это было в предыдущие года, но за исключением категории D и грузового транспорта.
Вот. Сейчас более-менее мы начинаем набирать обороты и выдавать эти протокола. Это вот то, что я говорил, то есть заключения мы выдавали всегда, независимо от того, что вот этих вот всех нововведений. А вот протокола мы выдать не могли. И люди есть, которые у нас клиенты. Ну, по своей есть нерадивости, конечно, есть клиенты, которые уже там 2 года, 3 года могут ездить с этим заключением и не закрывает вопрос. У некоторых, я, наверное, обширно это все затрагиваю, но тем не менее есть такая категория людей, которые приобретают автотранспорт уже с установленным оборудованием. И здесь у них есть некая проблема, это поставить машину на учет. Они приходят к нам, получают у нас заключение, мы не можем их заставить прийти к нам и получить второй этап. Соответственно, они ставят машину на учет и после этого благополучно об остальных делах забывают. То есть он эту проблему снял, инспектор его на дороге останавливает, он ему показывает это предварительное заключение, согласованное в ГИБДД, ну, тот, естественно, его отпускает, и он дальше едет, и так это может происходить бесконечно. Вот. Но, говорю, здесь же, опять же, надо отметить, что проблема есть и с нашей стороны. Мы не можем, вот на сегодняшний день, мы не можем оперативно ему выдать это вот протокол технической проверки автотранспорта. Вот. Потому что, ну, говорю, то есть есть объективные причины, была очень большая задержка в законодательстве, сейчас оно разрешено решением, но тем не менее сейчас мы придем, говорю, к такому моменту, когда выйдет новый ГОСТ и неизвестно, что там будет. Потому я как бы рекомендовал вот, автовладельцам и заинтересованным лицам принять участие в рассмотрении этого закона, ну, то есть этого ГОСТа, который сейчас находится на сайте Минюста. То есть что мы туда добавим, что мы туда попытаемся внести, так мы будем в дальнейшем и жить. То есть, но понятно, что есть заинтересованные стороны. И вероятность того, что все-таки мы придем к тому, что испытательные лаборатории должны быть на местах, к этому и нас обязывает Росаккредитация. То есть открывайте, проблем нет, мы вам сейчас поможем. Но, говорю, 4 года мы этим занимаемся, мы не можем закрыть этот вопрос. Есть проблемы в законодательстве, как я сказал, но на сегодняшний день, если мы даже сейчас возьмемся, нам надо площадя, во-первых, у нас есть как бы в планах в Нижний Бестяк уйти, в Нижнем Бестяке построить, значит, объект, который будет соответствовать всем нормам. У нас должен быть персонал, что еще самое главное, у нас должен быть обученный персонал, который не только обучен, но имеет опыт работы в транспортной отрасли. Таких в Якутии нет. У нас нет транспортных производств, там, автомобилестроения и так далее. Здесь мы натыкаемся опять же на проблему. Мы начнем выманивать людей с техосмотра. То есть те, кто занимается категорией D, то есть, вот, ну, допустим, сотрудник станции технического осмотра занимается вот как раз выдачей технических карт. Мы будем таких людей переманивать оттуда. Соответственно, там у них появится дефицит. Мы продолжим обсуждение этих проблем после короткой рекламной паузы. Мы в любом случае, конечно, то есть, ну, главное решение это все-таки открытие, конечно, испытательных лабораторий, то есть, ну, не говоря о пунктах технического осмотра, просто эти вещи надо разбивать, конечно же, да, пункт технического осмотра это одно, испытательная лаборатория другое, потому что не может сам производить и сам себя проверять человек, да. То есть не человек, а компания. То есть, соответственно, вот, самое главное это вот, ну, все-таки пройти эти этапы все, то есть становление, вот переработки этих всех регламентирующих документов и в итоге открыть все-таки хотя бы одну лабораторию в республике. А дальше уже можно как-то эти вопросы уже регулировать. Потому что, говорю, все равно придет к тому, что предоставление автотранспорта будет обязательно. Но это будет и правильно, с одной стороны. Для чего создаются лаборатории? Чтобы он просто, как это называется, как-то какими-то своими, ну, то есть образно на расстоянии как-то определял, значит, что эта машина изготовлена, то есть, ну, это переоборудование изготовлено согласно норме правил, либо она не, то есть это неправильно. То есть он должен вот пощупать, посмотреть, и плюс ко всему он должен пройти это диагностическим оборудованием, то есть проверить, испытать. Вот, в общем-то, ну, так. В любом случае все будет зависеть, будет ли меняться закон, либо Да, нет. Потому что да, закон может измениться в любой момент, Да. и всем нам придется к этому закону, Ну, так то сказать, же самое вот по адаптироваться. техосмотру, да, там как бы тоже здесь от законодательства зависит. То есть мы просчитывали, допустим, открытие пункта технического осмотра, но оно нерентабельное вот для нас. То есть мы его не видим. 600 рублей получать за единицу автотранспорта, ну, легкового, да, и тратить на него 30 минут, причем не тратя, а просто мы в регламент должны укладываться 30 минут. И в итоге, если подсчитать, сколько автотранспорта мы в течение дня, то есть один оператор осмотрит, ну, то есть это вообще получается ни о чем. Ну, вот мы Вопрос об отмене техосмотра категории Б, он же сейчас стоит, и Госдума, я так понимаю, в первом чтении приняла этот Да, в закон. первом чтении принято, да, на втором То есть, в принципе, может быть какое-то облегчение категории Б, которая не будет проходить техосмотр. Ну, Но опять же, получается, если будет внесение изменений,
То есть человек внес, он должен проходить. Да, это Так вот, понятно. может быть, не Всё равно ждать, когда закон изменится, а как-то работать с депутатами, Ну, на данный как-то... момент я могу со стороны органов принять- госвласти, да, сказать, что министерство будет продолжать работу по увеличению количества, да, пунктов техосмотра, насколько это возможно. Конечно, мы понимаем, что это коммерческая деятельность, но мы стараемся помочь. Вот мы привлекли, у нас подведомственное учреждение, да, открыли стационарный пункт, потом он поедет в Арктику, и в следующем году мы, может быть, что-то новое еще придумаем, чтобы у нас населенные пункты, где нет пункта технического осмотра, не оставались, потому что я знаю, что некоторые именно идут... Почему, например, в заречных районах мало, да, пунктов? Потому что они скучно сидят, да, Чурапчинский, Татинский, там, Амгинский, и они ездят в тот район, где есть пункт технического осмотра, да, а в Арктике такое невозможно. Там, то есть населенный пункт находится, и даже до районного центра невозможно доехать. Поэтому такие проблемы стоят перед нами, будем решать. Ну, даже в Уснере вот у нас есть, ну, это я просто образно, у нас таких много клиентов, они вот тоже, он переоборудован автотранспорт, он не может обратиться ни в ГИБДД, там по месту нахождения, для того, чтобы получить, подписать разрешение на внесение изменений. Ему приходится оттуда ехать сюда, в Якутск, для того, чтобы обратиться сюда в органы ГИБДД, для того, чтобы согласовать и получить это заключение. Ну, то есть заключение. Потом в итоге он, получается, напарится на второй вопрос, это получение, опять же, уже вписать документы непосредственно в регистрационные документы, и плюс прохождение техосмотра у него должно быть обязательно. Опять же, ему приходится ехать сюда, в Якутск. Ну, вот это вообще, это нонсенс просто. Здесь как бы... Две реки, две паромные Да. переправы, 1000 километров и не круглогодичная связь. Он там эксплуатировать автотранспорт не может, потому что у него там вот эта проблема, значит, вот, которую он готов решить, но он не может ее решить вследствие того, что нету автодорог. Испытательные лаборатории пункта технического Да, и осмотра. пункт технического осмотра. Есть. Ну, Да, так и да. наверняка большинство автомобилей, которые в Якутске зарегистрированы, они зарегистрированы в Якутске, а работают там И такое тоже в есть. Улусе. Да, и в Арктике у нас, если говорить о работающих в грузовых перевозках, да, то там есть транспортные средства, которые завезены, да, приезжают из-за пределов Республики Саха-Якутия. Это завоз грузов, например, да, в Арктику. Да, по вопросам Ростехнадзора, расскажите, вот в своей работе вы проверяете организации, вы проверяете только грузовой транспорт или... Ну, грузовой и как раз деятельность перевозки пассажиров и иных лиц автобусами именно. А какие нарушения вы выявляете там? Ну, нарушений очень много бывает, как бы имеется в виду и во плановых проверках, то есть у нас деятельность сама, как бы, этот, надзорно-разрешительная, мы выдаем лицензии перевозчикам, как раз таки для перевозки пассажиров и иных лиц, вот, и индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам. И к тому же как раз таки для опасных грузов тоже выдаются спецразрешения. Для международных перевозок тоже у нас все это получается. И еще свидетельство ДОПОК водителям, которые сдают, проходит как бы допуск. И какие проблемы здесь выявляете? Проблемы, ну, проблемы, как всегда, у нас перевозчики без лицензии осуществляют перевозки пассажиров. Ну, как бы, это ни для кого не секрет, наверное, всегда в рейдовых мероприятиях совместно с ГИБДД у нас выявляется каждый год, ну, как правило, очень много таких нарушений. Они обычно говорят, я родственников везу, у меня полная машина. Ну, есть такая родственников. лазейка, да, сейчас много людей везут, ну, полный народ и говорят, что это все родственники. Ну, конечно, это не так. Ну, говорят то, что все едут бесплатно, грубо говоря. Ну, это какая-то для них, наверное, лазейка, но в любом случае, как бы все равно, если подтверждается, все равно проверяется. Нет, а как распустить-то, если пассажиры говорят, да, мы родственники, мы бесплатно Если едем? говорить о категории D, да, и ну, вообще категория D, то там они обязаны получить эту лицензию. В любом То есть, случае да, лицензию если должны перевозка пассажиров осуществляет вот Да, ну, транспортное если они средство, хотят обязаны. деятельность, да, в любом случае они получают лицензию. Нет, ну, Нет, то а есть я- подождите, а если микроавтобус, Да, где я да. вожу свою большую семью? Не, это можно, да, как гражданин, если вы гражданин, и со своей семьей, если только со своей семьей, как бы. Вот. это А если ваша родственники? семья. Ну, родственники, если дальние, там, друзья, это уже как бы иные лица, это там уже нужна лицензия. Как бы. Тут... А просят доказательства родства или нет? Что? Доказательства родства просят? Ну, когда говорите, Ну, полная если- машина родственников, ну, если вот как- надо... Видно то, что Просите семья, паспорт дети, да. или- Ну, если могут и потребовать. Ну, это уже да, как бы в рамках административного расследования, если какое-то там есть к этому Мгм. То есть, нарушение ну, как, какое-то можно выявляется, да. доказать, можно не Да, доказать. можно Можно доказать, придраться, не можно не доказать, да. придраться. Если смотреть статистику предыдущих годов, то у нас в республике было очень много нелегальных перевозчиков.
На данный момент вот слаженная работа с Министерством транспорта, с Ространснадзором, у нас перевозчики сейчас в основном получили лицензии, разрешения. Теперь наша задача их, чтобы они, наши перевозчики, соблюдали законодательство именно в сфере ПДД, лицензионные требования, вот разрешительные требования. Ну и соблюдали скоростной режим. У нас очень много перевозчиков не соблюдают скоростной режим. Все мы знаем, что вне населенных пунктов дорожно-транспортные происшествия очень идут, в основном идут с летальными исходами. Ну и, то бишь, они должны соблюдать ПДД, скоростной режим, ну и ремни безопасности, чтобы, ну и основная задача, чтобы они не совершали ДТП, соблюдали Да, чтобы транспортное перевозки были законодательство. Да, безопасны. безопасно, да. Да, безопасно. Тому Ну, у нас в Якутии же идет активная кампания по строительству дорог и по ремонту, да, то есть федеральные трассы, в принципе, сейчас у нас в хорошем качестве. Нет. Ну, в большинстве своем. По трассе Вилюй, например, она сейчас, в принципе, достаточно хорошего качества. Увеличилось ли количество происшествий с ремонтом дорог? На данный момент у нас есть, к сожалению, есть такие дорожно-транспортные происшествия, где проходят ремонтные работы. Но если возьмем город, то у нас, все знаем, на Халтурино у нас было дорожно-транспортное происшествие, наезд на 2 пешеходов со смертельным исходом. Ну и федеральная трасса Вилюй, там увеличились скорости, и по результатам 10 месяцев там очень идет рост дорожно-транспортных происшествий именно федеральной дороги Вилюй с летальным исходом. Ну, управление ГИБДД ведет такую работу, статистику, смотрят, разрабатывают, есть места концентрации ДТП, и плюс к этому с районных отделов ГИБДД приходят заявочки на установку дополнительных этих видеокамер и тому подобное. Вот эти по 3 маршрутам были направлены видеокамеры, фиксирующие скоростной режим и так далее. В этом направлении ведется работа, ну, скажем, ежедневно. То есть зависимость все-таки есть. Дорога стала лучше, скорость стали превышать, больше Да, аварий. есть такая такие. зависимость. А до этого дорога была плохая, люди начинали объезжать ямы, попадать в ямы, и тоже аварии. Буквально летом поехал в Магадан, и ее закрыли в нескольких местах, потому что сошли сели. Это идет речь о трассе Колыма. Ну, конечно, да, федеральная дорога, как Да. мы и говорим. То есть там еще много очень работы, хотя, конечно, даже Но тот ее же делают, Черепчинский. но ее сейчас строят. Вот ее Строят. в скором времени отремонтируют. Мы сегодня очень много говорили о техосмотрах. Хочется узнать ваше мнение, как эту проблему можно решить. Ну, вопрос непростой, но я думаю, что поскольку мы сегодня здесь собрались, что НВК «Сахай» и руководство компании очень четко и быстро отреагировало на вот этот вот звоночек. Это очень большая благодарность вам. Вот, я думаю, что это просто начало, и, возможно, как вы сами говорили, когда начиналась передача, что мы еще, может быть, соберемся в другом составе, может быть, придут еще люди. Я думаю, что хотя бы то, что мы сейчас это озвучили, это уже большой плюс, и это уже какой-то шаг вперед. Так, ну что ж, на этой прекрасной позитивной ноте мы завершим наш серьезный разговор. Начали мы с темы пассажирских перевозок, но дольше всего говорили, конечно же, об оформлении документов, о техосмотре, и поняли одно, что многое зависит об изменениях в законодательстве, и чем будет больше изменений, тем больше будет проблем у наших перевозчиков. Ну, самое главное, к чему мы все стремимся, это безопасность перевозок, лучшее качество дорог, транспортная доступность, транспортная дисциплина. Это была программа «Якутия Лайв. За и против». С вами были Сергей Михедов и Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.